Сосногорске завершили ремонт Дома детского творчества. Напомним, в июне этого года Владимир Уйба посетил район с рабочим визитом и встретился с общественниками. В числе обозначенных ими проблемных вопросов был и капитальный ремонт образовательных учреждений, в частности, Дома детского творчества 50-х годов постройки. По поручению главы учреждению выделили из республиканского бюджета 4 миллиона рублей. На полученные средства и вложенные самим муниципалитетом деньги здесь провели ремонт. О том, как преобразился Дом детского творчества, Виктория Науменко. Сосногорский дом детского творчества уже много лет работает для детей всего города. Здесь созданы 167 объединений, в которых занимается более 2000 ребят. Учреждение активно ведет грантовую работу и участвует в конкурсах. И благодаря успешному участию здесь существенно пополняется материально-техническая база. Так, местная гордость – кружок юных тележурналистов «Студия 7». Создали его год назад благодаря победе в конкурсе «Народный бюджет». Ребята могут попробовать себя в качестве журналистов, корреспондентов, телеоператоров, режиссеров. Также медиацентр наш осуществляет сотрудничество с местным телевидением «Вести Тимана» Сосногорска. Проект «Медиацентр» родился 2 годами ранее. Его разработали педагоги Дома детского творчества и убедили город – проект муниципалитету необходим. Профессиональное оборудование, лицензионное программное обеспечение, студийный свет, оригинальная мебель. Теперь у юных сосногорцев есть возможность получать навыки и знания в области журналистики, операторского и видеоинженерного мастерства. Еще один кружок, который появился благодаря победе в грантовом конкурсе только в этот раз от градообразующего предприятия – лаборатория «Микромир». На грантовые средства для ребят закупили микроскопы, к которым они уже проявляют немалый интерес. Грант выиграли совсем недавно, и кружок существует только с сентября. В настоящий момент здесь занимаются ребята. Микромир у нас направление. И оборудование, с которым работают ребята, закуплено в рамках выигранного проекта «Микромир глазами детей». В настоящий момент у них 2 разных вида микроскопа. Один из них световой, другой стерео. Стереомикроскоп позволяет, вот даже у нас есть там микроулитки, там буквально 2 миллиметра у них размер, аквариумные катушки. Они могут видеть, как она движется, как она вот ее части тела отдельно рассматривать. А через световой микроскоп мы сегодня очень много самых разных экземпляров посмотрели, в том числе зеленые водоросли посмотрели, одноклеточные и многоклеточные, посмотрели ракообразных маленьких. Почти каждый год в Доме детского творчества стараются предложить юным горожанам что-то новое, интересное и познавательное. 3D-моделирование, промышленный дизайн, основы монтажа, скретч-программирование. Однако оставить без внимания общее состояние старого здания 50-х годов постройки было невозможно. Когда течет крыша, самым увлекательным делом заниматься некомфортно. Поэтому крайне необходима поддержка для Дома детского творчества стали выделены вне конкурсов средства республиканского бюджета. Эти деньги были нужны, рассказывает директор. Особенно важно было отремонтировать аварийную кровлю, и эту проблему решили. Ощутимо изменился и зал. Здесь обновили сцену, заменили кулисы. У нас произведен ремонт кровли, обновлен зрительный зал, обновлены новые кулисы, произведен ремонт механизма движения кулис, произведен косметический ремонт в фойе учреждения, приобретена новая современная мебель в фойе, обновлены шторы, сделано очень многое. А также у нас произведена закупка оборудования для сцены, светового, звукового и лазерного оборудования. Последние полгода Сосногорский дом детского творчества преображается на глазах. Перемены можно заметить с самого фойе. Здесь провели косметический ремонт, закупили новые диваны. При этом важно, что в ходе ремонта удалось не навредить уникальным интерьером здания 50-х годов постройки в так называемом стиле «Сталинский ампир». Виктория Науменко, Павел Лагутин, телеканал Юрган, Сосногорск.